Цените слух, цените зрение, любите зелень, синеву. Все, что дано вам во владение, двумя словами «я живу». Любите жизнь, покуда живы, меж ней и смертью только миг, а там не будет ни крапивы, ни роз, ни пепельниц, ни книг. И солнце даже не заметит, что в глубине каких-то глаз на этой маленькой планете навеки свет его погас. Самуил Маршак. Здравствуйте. Я ненавижу слово «спать». Я ежусь каждый раз, когда я слышу «марш в кровать, уже 10-й час». Как хорошо иметь права ложиться спать хоть в час, хоть в 2, в 4 или в 5, а иногда, и в этом права нет вреда, всю ночь совсем не спать. Эти строки из стихотворения Сергея Михалкова «Не спать» полюбились мне с детства. Действительно, как хочется порой вырваться из привычного житейского круга и всю ночь совсем не спать. И вот такая ночь наступит совсем скоро и для взрослых, и для детей, причем на совершенно законных основаниях. Ведь еще в 1699 году Петр I издал указ о писании впредь января с 1 числа от Рождества Христова, а не от сотворения мира. Понимая, что идет вразрез старым традициям, великий Петр устроил небывалое празднество в Москве. Потехи и увеселения продолжались всю ночь и еще 7 дней. Не сразу привык российский народ к новому торжеству. Еще не один год слышались недовольства, но самодержец неуклонно следил за тем, чтобы Новый год отмечался прилежно в ночь с 31 декабря. Впереди у нас есть еще несколько дней, чтобы сделать все необходимые приготовления для прилежной встречи Нового года, а сейчас оглянемся на год уходящий. Год 1998 был богат на юбилеи. Посмотрев эту программу, вы сможете вместе с нашей съемочной группой побывать на торжествах по случаю 40-летия Сыктывкарского хора ветеранов войны и труда, а также на праздничном концерте, посвященном 20-летию Союза композиторов Республики Коми. А новогодним сюрпризом для вас станет экскурсия в еще один домашний музей. С наступающим вас Новым годом и приятного просмотра программы «Отрицание отрицания». В этом году Сыктывкарскому хору ветеранов войны и труда исполнилось 40 лет. Фрагменты праздничного концерта, который мы включили в нашу программу, дадут вам представление о теплой атмосфере, царившей на юбилейном торжестве, несмотря на холодный зал, где собрались зрители и те, кто пришел поздравить юбиляров. Самой молодой участнице коллектива 55 лет.
Но энергии и задору самодеятельных артистов можно позавидовать. Песни, прозвучавшие на концерте, были исполнены с душой, искренне и проникновенно. У Сыктывкарского хора ветерана войны и труда большой опыт концертной деятельности. Его выступления наверняка запомнились и полюбились не только сыктывкарцам, но и жителям Сысольского, Карткировского, Усть-Куломского районов и даже кировчанам. О высоком исполнительском мастерстве участников коллектива свидетельствуют грамоты и дипломы республиканских и городских фестивалей и конкурсов. Инициаторами создания хора в далеком 1958 году стали две учительницы школы номер 13 города Сыктывкара Елена Ивановна Базова и Нина Ивановна Изюрова, которые предложили пенсионерам собираться вместе, чтобы попеть любимые песни. На эти встречи стали приходить ветераны войны и труда. Так постепенно сложился хор. К сожалению, в клубе ветеранов нам не смогли показать фотографию Елены Ивановны Базовой, но сохранились фотографии других участников хора. Сейчас вы видите на снимке Нину Ивановну Изюрову. Нам рассказали, что Анна Ананьевна Забоева, одна из активисток этого коллектива, еще в начале 30-х годов посещала хор, который был создан Виктором Савиным. С большой теплотой вспоминают и Екатерину Степановну Самарину, которая в течение 16 лет руководила хором ветеранов. В репертуаре хора есть песни, автором музыки которых является Геннадий Алексеевич Тренер, народный артист Коми АССР. 13 лет он был концертмейстером, а также и солистом хора ветеранов. 12 лет руководителем коллектива был Николай Александрович Рагин. Он и по сей день уделяет ему много времени и сил. Без преувеличения можно сказать, что он душа хора. Хотя и музыкального образования нету, был и художественным руководителем. И активным участником, да? Активным участником, сценарий, и композиции, все писал, как умел, конечно, я не могу сказать, что очень хорошо, но все-таки люди были довольными. Ну, а главное, наверное, то, что хор выжил, да? Ну, и сейчас хор отмечает выжил, хор- 40 лет. Да, и вот мы в те годы, 80-е годы, мы за год было более 40 концертов даем. Сейчас, вернее, это немножко ослабло, меньше темп. А вы лично поете в хоре? Лично, в общем-то, пытаюсь. Пою, я давно пою.
Несмотря на то, что люди вышли на пенсию, значит, они сохранили, значит, задор, значит, в них осталось еще очень много энергии. Эту энергию, естественно, куда-то надо девать. Люди не могут сидеть просто дома. Людям надо, значит, общение. Значит, ну, считаю, что, в общем-то, в хоре как-то человек находит своих товарищей, есть о чем поговорить, значит, с кем пообщаться. Ну и это как-то помогает, в общем-то, жить в наше тяжелое время. Тяжелая у нас жизнь. А когда сюда приходишь, душа поет, встретишься со своими товарищами, и намного легче живется. Поэтому я хожу в хор. Люблю петь. У меня особого голоса нет, но для хора достаточно. Я раньше на заводе работала и все время участвовала в самодеятельности. И это как-то до того мне, в общем, не хватает вот этого, чтобы не петь. Поэтому я сюда хожу. Мне нравится. Здесь общаешься, здесь вообще трудно, то, что вот трудно у нас в жизни, да, как-то забывается. Люблю петь. У нас вся семья поет, отец, мать, дети, любители пения. Поэтому со 2 класса пошла в художественную самодеятельность и до сих пор хожу и пою. Мне повезло в участии в художественной самодеятельности, потому что попадала под руководство выпускников консерватории. Поэтому, может, это еще привлекает, потому что хорошие руководители. А вы как специалист можете сказать, таланты есть в хоре? Таланты есть, очень голосистые есть у нас женщины. Есть у нас женщина Нина Константиновна Прошева, даже, можно сказать, с академическим голосом. Конечно, не такой уже, чтобы очень хороший, но все-таки ветераны есть ветераны. Голоса и меняются немножко. Есть русские народные, вот чисто народные есть голоса. А скажите, есть какие-то у вас любимые песни в репертуаре? Любимые песни? Да все, наверное, любимые. Нету таких, чтобы вот чисто вот такие 1-2 песни. Все нравятся. И поют все с удовольствием. Я пою уже с 1-го самого класса пою. Вот. Вот, короче говоря, пою вот уже до сих пор. Прихожу сюда, вот пообщаемся мы. Как-то вроде уже душа тянет. Вот там горе или печаль дома. Вот вроде сюда приходишь и все забывается. Вот. Люблю петь, танцевать.
детства пою, потом получила музыкальное образование. И вот теперь продолжаю ходить в хор, так как работать прекратила. Отработала я 34 года музыкальным руководителем в детском саду. Ну вот, и теперь продолжаю, хожу, пою. Дома не сидится на пенсии. Нет, конечно, разве можно усидеть, когда здесь такие хорошие женщины, такие певучие, все абсолютно. Мне очень здесь нравится. Галина Александровна, я так понимаю, что вы, кроме того, что ходите на репетиции, на концерты, вы еще занимаетесь какой-то работой, связанной с хором. Да, мы посещаем, бываем в школах. Вот сейчас было 110 лет Виктору Алексеевичу Савину, коми-поэту. И вот наша группа была уже в школе номер 21 не раз. Будет еще и в школе номер 23 пойдем. Так что все это связано с нашим хором. То есть вы, кроме того, занимаетесь еще и просветительской работой, я правильно понимаю? Да, воспитываем молодежь, как теперь говорят. Ну а петь вы любите? А петь, конечно, я люблю. Это эликсир жизни. Я хожу сюда в хор, я здесь получаю очень много положительных эмоций, поэтому я и бываю здесь. Как сегодня ваше настроение? Очень хорошо. Прекрасное, самое прекрасное. Настроение на высшем классе. Ничего, очень нравится. Зрители пришли, нас обрадовали. Большое спасибо всем. Да. Большое спасибо вам. Очень хорошо. Так что мы всегда в форме своей ветеранской. Их бы приглашать, мы бы каждый день пели хоть. Главное, зрители поддерживают хорошо. Пели, поем и будем петь, пока мы можем. Спасибо, что вы есть, и страна есть, и мы есть. Поэтому поем. Что есть? Мы ветераны. Есть ветераны. И мы будем так и дальше продолжать. В таком же духе, да? В таком же духе будем петь. Да, встречаться в таком же составе. Так, и вам праздничка. Очень хороший коллектив. Организаторам. Все у нас очень добрые, веселые, задорные. Ну, я еще раз вас поздравляю с юбилеем и желаю вам дальнейших творческих успехов. Спасибо вам большое. Много лет, но мы в душе всегда молоды. Вы нам радости немножко принесли тоже. Очень хорошо. Да. Спасибо вам. Да. И всем зрителям спасибо за то, что они пришли к нам. Нас посмотрели. А
случилось так, что наша камерная музыка, музыка профессиональных композиторов Коми, не звучала ни разу лет 5. И вот в момент 20-летия Союза она зазвучала. Случилось так, что наша симфоническая музыка профессиональных композиторов Коми не звучала в нашей республике лет 20. То есть она звучала, когда состоялось открытие Союза композиторов. Больше симфонических концертов не было. И вот сегодня у нас состоялся концерт, когда прозвучала и симфоническая музыка. Когда мы объявили концерт камерной музыки, мы очень боялись, что людей в зале не будет. Был переполненный зал. Когда мы объявили уже не филармония, а в театре концерт симфонической музыки и хоровой музыки, мы боялись, что будет мало народу. Был полный зал. Это значит, что мы кому-то нужны. Значит, вот те звезды, которые мы зажигаем или стараемся зажечь, те звезды, которые внутри нас, значит, они кому-то нужны. И я поэтому, вот как говорили еще не так давно, это говорю с чувством глубокого удовлетворения, вот без всякой иронии. Потому что, знаете, самое грустное и самое тяжелое — заканчивать произведение и знать, что это никогда не исполнится. Знать, что ты пишешь симфонию, а вот у меня их 2, ни разу никогда не звучавшие. Да я и не надеюсь. Вот они у меня лежат в столе, я иногда открываю их. Поверьте, это, наверное, самый грустный, самый, может быть, даже и трагический момент, когда композитор пишет в стол. Нам, в принципе, надо не так уж и много. Нам надо, чтобы немножко помогли с оплатой исполнителей. Вот и все. Остальное мы сделаем сами. Оказывается, есть еще публика. И если мы будем концерты симфонической музыки проводить более-менее регулярно, будет тот круг людей, которым это будет просто необходимо.
Только что закончился концерт, на котором прозвучала в том числе и ваша кантата. Ну что, какие ощущения? Гораздо легче написать произведение, чем потом что-то говорить о нем. Я испытываю радость от того, что музыка прозвучала. И любой композитор, наверное, ощущает себя только тогда автором произведения, когда оно прозвучало. Сегодня прозвучала кантата Брызгаловой очень ярко, очень звонко. С моей точки зрения, это может быть самое грандиозное произведение, которое написано в кантатном жанре. Я вам говорю это совершенно точно. Я сам автор нескольких кантат. И вот мне интересно, ваше первое впечатление, когда вы увидели вот эту вот очень непростую музыку. Страшно? Нет. Я увидела ее в прошлом году один номер. И билась над Валей, чтобы она писала побыстрее все остальное, потому что я чувствовала, что в ней Валя настолько чувствует музыку, настолько как-то вот по-особенному, по-русски. И когда она мне принесла, это буквально случилось месяц назад, она принесла, показала в карандаше, я единственное, что говорю: Валя, быстрее неси части, оставшиеся, сколько ты там уже написала. Вот, потому что мне очень хотелось самой это исполнить, мне хотелось самой поработать над этими ритмами, над этой гармонией. Вот, и мне хотелось в кратчайшие сроки, вот, чтобы все узнали, какая красивая музыка. Знаю вас несколько лет, много вижу вас в хоре, знаю вас как исполнителя такой легкой музыки. И вдруг сегодня в кантате Брызгаловой я увидел вас в качестве солиста и не просто не узнал, а я бы сказал, радостно не узнал. Вот как вы сами прокомментируете такое вот открытие, и не только для меня открытие? Знаете, для меня самого это тоже большое открытие. Когда я впервые услышал сочинение Валентины Евгеньевны Брызгаловой, это моментально, то есть, нашло какой-то отклик в моей душе, в моем сердце. И вот сегодня мне посчастливилось исполнить соло в достаточно яркой музыке. Эта музыка отличается вот такой самобытностью. Там и перезвон бубенцов, и какие-то там, вы знаете ли, раскаты грома, и весенние ручейки бегут. И вот я старался, конечно, поработать над каким-то образом, чтобы, то есть достаточно вольготно, так сказать, вольнодумный образ вот такой вот создать. Если мне это удалось, то, очень рад я.
симфоническая музыка, камерная музыка, вообще серьезная музыка, она вынуждает человека, она призывает человека к серьезной духовной работе. Она вызывает сопереживание, сотворчество. Если звучит просто песня, песенка, поп, даже народная, да, она задевает какие-то струны души, но когда задействована вся духовная жизнь человека, когда задействован весь организм, когда весь человек устремляется в эту симфоническую музыку, вот, наверное, это и есть настоящая полнокровная жизнь слушателя. И я и на том, и на другом концерте желал слушателям не хорошего слушания, не легкого слушания. Я желал им настоящей духовной работы, потому что только при вот такой духовной работе, при сопереживании этой музыки появляется смысл вообще нашего существования. Нас всего, вот действующих, пишущих композиторов 9 человек и один музыковед. Вот, собственно, все мы. Мы самый молодой союз, и мы самый малочисленный союз. И не потому, что кто-то в чем-то виноват, или просто всегда, в любом городе, в любой стране больше всего писателей, чуть меньше художников и меньше всего композиторов. Возможно, Господь Бог более экономно расходует именно этот талант. Вот я хотел бы, чтобы вот эти концерты стали регулярными, и чтобы люди потянулись в музыку, в настоящую, в серьезную музыку. Потому что, поверьте, если у нас не очень хорошо в России, это происходит не только по экономическим мотивам. Я в ней ничего не понимаю, в экономике. Но то, что это происходит по недостатку духовности, это точно. Любое убийство, любая грубость, любое хамство – это недостаток духовности. Это когда-то мы не дослушали музыки, когда-то мы не допоняли книгу. Понимаете, человек, любящий Моцарта, человек, любящий серьезную музыку, не способен нахамить женщине, не способен ударить ее, не то чтобы убить. То есть
я хочу сказать, что музыка – это часть жизни, очень важная часть жизни. И если мы ее забудем, мы станем беднее, мы станем хуже, мы станем гораздо более нищими, чем мы есть сейчас. В преддверии новогоднего праздника мне удалось познакомиться с гостеприимным хозяином и коллекционером новогодних открыток Владимиром Николаевичем Мостаковым. Он родом из Сибири. С 1958 года работал в Воркуте, а в 1976 году приехал в Сыктывкар. Владимир Николаевич, почему ваш выбор остановился именно на новогодних открытках? Вы знаете, прежде всего я хочу сказать вам теплое спасибо сердечное коллективу Икоми Город и вашей творческой группе за то, что вы ввели рубрику «Домашний музей». Вот мне посчастливилось видеть передачу в гостях у Клары Фатиевны Горбуновой. Ну, во-первых, это уважаемый мной человек в работе да и в республике его уважают многие. И у нее прекрасное увлечение. Говорит, чти, у меня новогодний открыток. Много других, как говорится, фанатиков, чудаков, как я называю свое чудачество, которые увлекаются многими делами. Ну, вот, например, рядом с нами бонсай, это сделано руками моего друга. Это увлечение, оно, так сказать, такое трудоемкое и дорогостоящее, но это прекрасно. Бонсай – это знак мудрости в Японии. Почему новогодние открытки? Вы знаете, я вам скажу чистосердечно, люблю я все праздники. Праздников много, и государственные, и религиозные, народные, испокон веков. Так на Руси, да и во всем мире. Но есть самый теплый праздник. Любой праздник нам приносит тепло. Самый теплый, как ни парадоксально, это самую зимнюю стужу в Новый год. Мне посчастливилось быть 5 лет тому назад в Германии и в Париже даже. Рождество ровно где-то за 1,5 месяца уже Европа начинает готовиться во всем направлениям. И иллюминации, витрины, открытки, всякие различные чучела и так далее. И Европа празднует в хорошем смысле слова, тепло. Все возраста, все от малышей до старичков, все гуляют в хорошем смысле слова от всего сердца. Вот такой большой праздник. Новый год всегда для нас всех, я уверен, какое-то олицетворение новой мечты, новой надежды, радости, исполнения желаний всех. Вот испокон веков, как-то я немножечко в историю вдавался, еще чуть ли не до нашей эры, люди считали Новый год – это зимнее солнцестояние. И готовились к этому по-разному, в разных странах. Жгли костры, смоляные бочки, факелы. Это они считали, что помогали солнышку больше давать тепла людям. И наоборот, изгоняли злые духи и усиливали доброе начало. Вот такая символика. Далее в таких странах южноамериканских, Панама, там другие, Бразилия, Мексика, в новогодний праздник всегда был шум на всю страну. Все барабаны били, сирены автомашин гудели, пароходы, теплоходы гудели, все свистели, плясали карнавалы бразильские известные. Это тоже праздник. То есть он сразу становился как-то давно уже стал он таким народным. И мал, и стар все праздновали этот праздник. Вот поэтому я выбрал вот такое увлечение новогодней открытки. А как началось это? Это началось где-то с 65-го года. Так получилось, что я 2 года в Ленинграде учился, уже будучи работая в Воркуте, а затем учился в высшей партийной школе, Таврической классе. И у меня появился гораздо больше круг знакомых, приятелей со всех уголков Союза. Прибалтика, Украина, Белоруссия. А новогодние открытки не только Россия в составе Союза печатала. Прибалтика всегда. Европа, Латвия, Литва, Эстония. Даже солнечный Узбекистан, казалось бы, Новый год, рождение. Все равно они имели свои открытки. И вот мне ребята, девчата начали поздравлять и я решил коллекционировать. Вот моя коллекция, если по возрасту, моя коллекция вот 33 годочка.
Сейчас в коллекции Владимира Николаевича Мастракова 6500 самых разнообразных новогодних открыток, от больших до миниатюрных. Владимир Николаевич особенно любит маленькие открытки. Вся коллекция у меня систематизирована. Можно посмотреть, у меня 18 лет. Если из 6500 открыток, где-то грубо около 2000 иностранных, 67 стран мира. Все у меня, так сказать, по папкам, каждая страна. А наши советские, российские открытки по темам. Значит, каждый Новый год по восточному гороскопу у нас олицетворяет какое-то животное. Вот в этом году мы доживаем последние 1998 года тигр. Это всем известно. Вот давайте посмотрим. Вот тигр. Большой, средний, маленький. Год тигра. Есть у нас год свиньи. Они прекрасны. Прекрасно вот эти хрюшечки. Есть год зайца. Вот и поют они, и с морковочкой, и вот пляшет он. Год собаки, год лошади. Вот они тоже все одни оригинальные. Несколько только вам показываю. Год овцы. Год обезьянки. Год дракона. А в прошлом году у нас был год быка. Вы помните. Вот быка. Вот это такая тема. Дальше. Год петуха еще, извините меня, год коровы. Значит, вот это все показано. Значит, а дальше я хочу показать. Одна из тем елочка. Я рассказывал, что это обязательно требует нашего года. Вот это елочка. Видите, вот уже не только американцы, и наши научились, видите, делать такие открыточки приятные. По полиграфическому исполнению елочка. Снегурочка. Любимая тема — это моей внучки Кати. Дед Мороз. Мало, к сожалению, уважаемые телезрители, я могу показать вам. Дед Морозов очень много. Я только вот это наши, так сказать, советские Дед Морозы, последние. Вот я хочу такую открыточку. Видите, какое полиграфическое исполнение. Это дорогая очень открытка. Я не помню, как называется, фотография. Но, в всяком случае, это уже последнее слово полиграфической техники. Есть тема птички, Кремль, часы. Новый год — это 12 часов, всегда двое часов. Санный поезд. Ну, и еще одна тема, вот натюрморт. Это новогодний натюрморт. Здесь вот все есть шарики различные и так далее, башмачки, как в Европе и у нас тоже сейчас начали практиковаться. То есть эта тема интересная. И еще хочу один момент рассказать. Есть старые. У меня открытки за 50 лет. То есть вторая половина 20 века. С 50-х годов до сегодня. Я вот специально хочу вам показать 50-х годов. Видите, вот верхняя полочка. Это открыточки 50-х годов. 51, 53, 56. Качество исполнения, конечно, очень скромненькое. Но это тоже была своя прелесть. Видите? Карнавалы, пляж, новогодняя, значит, тройка русская. Там, значит, всегда хлопушка вот бумажная. Я помню, елочка украшалась хлопушкой бумажной. Ну и так далее. Вот это наиболее, как можно уже сказать, старинные открытки 50-х годов. Коллекция растет. Особенно прибавляется в последнее полиграфическое исполнение. Очень заметно улучшилось. Нашей матушке России, что в прошлом году, вы знаете, моя коллекция пополнена где-то более 400 открыток. И сам могу рекомендовать. Есть открыточки у нас и такие официальные. Вот открыточка Бориса Николаевича Ельцина, президента России. Юрий Алексеевич мне разрешает, ну я вкладыш не беру, конечно, его. Юрий Алексеевич поздравляет Бориса Николаевича, я беру только саму открытку. Вот она у меня тоже в коллекции. Юрий Алексеевич молодец в этом плане, и его помощники, они делают специальные открыточки главы республики. Это одна. Есть у него и вторая, и третья, с нашим гербом. Узнав об увлечении Владимира Николаевича, молодая женщина из Соединенных Штатов Америки уже 5 лет высылает ему новогодние и рождественские открытки бесплатно, хотя на Западе открытки очень дорогие. Мы через годок будем отмечать тоже праздник своеобразный. 300 лет указа Петра I. Вот на этой открыточке с Новым годом, она 80-х годов, наша скромненькая открыточка, Петр I, выдержка из указа Петра
считать Новый год не с 1 сентября, а с 1 января сего 1700 года. И в знак того доброго начинания нового столетнего века друг друга поздравлять с Новым годом. По знатным и проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых. Чинить стрельбу из небольших пушечек и ружей, пускать ракеты, сколько у кого случится, и зажигать огни. Видите, уже Петр, а он был мудрый человек во всех отношениях, он уже закладывал традиции. Он основывался на старых традициях и новых. И действительно, вот вы понимаете, елочка наша, несомненная, так сказать, составная новогоднего праздника, она родилась в Германии, в России. Я в Воркуте 18 лет прожил, мы готовились, я работал последние 5 лет в горосполкоме, мы серьезно готовились и в этом плане, в ритуале. Мы просили и Совет Министров, и Южный район республики нам найти такую для воркутинских малышей елку, большую-большую, как вот сейчас добрая традиция на Стефановской, чудесные, не составные елочки, а естественно. Это мы, конечно, богатые люди, потому что мы живем в замечательной республике. И вот эта елочка, значит, она привозится, она украшается, и я помню те годы, да и сейчас сохранилось, когда маскарадные костюмы, Дед Морозы, Снегурочки, всякие прочие маскарады, все это самодеятельность, поцелуи, и там морс не только клюквенный, но и чарка добрая, как Петр нам завещал. Это тоже российская традиция, и всенародные гуляния. Все от сердца к сердцу. Вот в этом прелесть этого новогоднего праздника. У нас в семье тоже традиции есть, но мы отказались немножко от традиции естественной елочной. Я думаю, Европа права, что искусственные елки не хороши тоже. Вот лет 8 уже ставим большую естественную елочку, украшаем ее с внуками вместе, и под елочкой всегда подарочек. Я помню войну. Папа погиб, к сожалению, в 41 году. Я помню, с какой радостью я ждал подарочек от той организации, где папа работал. А профсоюз не забывал, к счастью, всех детишек, которые остались без папы. И вообще всем поздравления. Если находилась там конфетка, пусть она не сегодняшняя, то, конечно, радость не без суммы. И вообще приход Нового года. Раньше в России печатались фотооткрытки, хотя они не так привлекательны, как современные, но занимают в коллекции Владимира Николаевича Мастракова достойное место. А вот есть у нас открыточка. Я в Воркутине спрятал, сейчас он в Москве. Он делал, вот написано Мастракову, Маргарите Алексеевне, Владимиру Николаевичу. Мы открываем этот конвертик, это все сделано руками своими. И вот открыточка. Это не значит, что он сам рисовал, хотя он и художник. Он просто наклеил, смонтировал здесь из новогодних открыток. 91-го. Недалеко. Но приятно, согласитесь, с тем, что это сделано руками своими, рукотворный подарочек, и вдвойне приятно получить такое поздравление. Владимир Николаевич, в вашей коллекции имеются также иностранные открытки. Да, я говорил, 67 стран мира в коллекции. Конечно, все невозможно показать. Ну, давайте, уважаемым телезрителям, мы покажем, предлагаю так, мысленно, может быть, там на космическом корабле пролетим некоторые уголки мира, нашей планеты. Сюжеты южноазиатских новогодних открыток для нас необычны. Там мы уже не увидим Деда Мороза и елочку. Новогодние открытки Индии рассказывают об истории страны и ее традициях. А на японских можно увидеть как натюрморты, так и прекрасных женщин. Основная тема новогодних открыток Вьетнама – цветы. И даже Гонконг выпускает свои открытки к Новому году. А сейчас давайте мысленно перенесемся на север. Снег, олени, заснеженные деревья. Вот мотивы открыток Гренландии, Норвегии, Швеции, Дании и Канады. А как похож канадский Дедушка Мороз на нашего, российского. Американские открытки поражают разнообразием, красотой и полиграфическим исполнением. Среди сюжетов Санта-Клаус и елочка, традиционные башмачки и праздничные натюрморты, животные и зимняя природа,
даже снеговик. И, конечно, очень привлекательны музыкальные открытки. Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и пополнить вашу коллекцию очень старой, на мой взгляд, открыткой 67 года. Спасибо огромное. Спасибо. Это точно. У меня память довольно еще хорошая, у меня ее нет. Но такое внимание со стороны вас, это я не ожидал. Я искренне рад. Я тоже приготовил маленький сюрприз для вас. И мы сейчас очень я прошу вас, давайте выпьем чайку. С удовольствием. Владимир Николаевич Мастраков – человек с разнообразными увлечениями. И за чашечкой чая он поведал нам, что у него несколько коллекций – монет, чайников и даже коллекция анекдотов. Поэтому в одной из следующих передач мы еще раз вернемся к рассказу об этом интересном человеке и его домашнем музее. Владимир Николаевич мечтает накануне 21 века сделать подарок детям, организовать бесплатную выставку из наиболее интересных новогодних открыток, чтобы все желающие могли познакомиться с экспонатами необычной коллекции из разных уголков света.